блокировки Кавказа и Украины. Шавига Маша Вовель. Друзья, сегодня у нас стрим после небольшого перерывчика на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, вы знаете, что делать, будьте осторожны. И сегодняшний стрим я назвал «30 лет победы Ичкерии. Правда о поражении России». 6 августа 1996 года чеченцы выкинули фашистскую банд-армию России со своей территории. Об этом и многом другом давайте поговорим. Так. Секунду. Ну и сегодня, как мы знаем, 6 августа, 30 лет со дня победы Чеченской Республики Ичкерия над фашистской Россией. 6 августа 1996 года чеченские вооруженные силы начали операцию стремительное наступление на Грозный, которое стало переломным моментом Первой русско-чеченской войны. За несколько дней российские подразделения оказались блокированы в городе. Именно после этих событий Москва была вынуждена сесть за стол переговоров, итогом которых стали переговоры и вывод российских оккупационных бандформирований из Чеченской Республики Ичкерия. Спустя 30 лет эта дата остается одной из ключевых страниц истории борьбы Чеченской Республики Ичкерия за независимость и напоминанием о том, что исход войны решается не только численностью армии, но и ее способностью достигать поставленных военных целей. И в первую очередь хотелось бы сказать, кто, по какой причине, как удалось этой небольшой группе людей, некоторые говорят, что их было 855 человек, которые заходили именно как ударная группа. Но нужно учитывать и то, что весь чеченский народ от мала до едино поддерживал наших бойцов, кормил, прятал, давал информацию, всячески помогал, лечил и все остальное. Поэтому вот такие вот дела обстояли. Но нужно отметить, что 6 марта, еще при жизни Джохара Дудаева, 1996 года, разработанная Джохаром Дудаевым операция по блокировке и полному окружению российских бандформирований в чеченской столице. 3 дня наши бойцы удерживали столицу. Это была такая генеральная репетиция. Может кому-то показаться, что когда говорят генеральная репетиция, это не было какими-то боевыми действиями, или это так легкой прогулкой было. Совсем не так. Были мощнейшие, тяжелейшие бои. Чеченская сторона захватила огромное количество техники, я имею в виду март 1996 года при жизни Джохара Дудаева. Затем в апреле, 21 апреля Джохар Дудаев погиб, его не стало. И в итоге по той же операции, по тем же коридорам, по которым заходили, по тем же тропам зашли, и весь чеченский народ их снова поддержал. Несмотря на то, что убивали людей, кто протестует, люди мирно выходили на протесты, требовали остановить войну, остановить геноцид чеченского народа. И чеченские бойцы, когда зашли, имели колоссальную поддержку. Но Россия учла этот опыт, сделала все возможное, чтобы чеченское общество не поддерживало бойцов. То есть были выведены агенты в самый верх чеченской власти. Они и при Дудаеве, в принципе, были.
Но при Масхадове они, конечно, поднялись на очень большие высоты. К сожалению, Масхадов оказался немножко наивен в доверии вот этим российским бандформированиям. И в итоге чеченцы сумели первой вот этой операции 6 августа провести очень мощный удар. И второй операции фактически произошло принуждение к миру России. Ее принудили фактически. Бойцы был захвачен не только город Грозный, бывший город Грозный, ныне Джохар, после войны, первой русско-чеченской войны широкомасштабной, он был переименован нашим парламентом. И вот такие вот события произошли. Короче говоря, 6 августа Россия взвыла и, понимая, что очень тяжело, она подключила своих западных агентов, в том числе, я полагаю, это представитель, глава миссии ОБСЕ в Ичкерии, Тим Гульдеман, который сейчас продолжает свою античеченскую, пророссийскую деятельность. Но нужно отметить, каждый раз это нужно отметить, что ОБСЕ сделала колоссальную работу, и мы очень благодарны миссии ОБСЕ, что мы не можем сказать о ее главе. Миссия ОБСЕ, сотрудники миссии ОБСЕ рисковали жизнями, сделали колоссальную работу, за что мы им благодарны и будем всегда благодарны. Но мы не благодарны и считаем, что Тим Гульдеман, глава миссии, должен был быть, по закону должен был быть объективен, независим, не предвзят, а он был на стороне России, к большому сожалению. И вот Россия, задействовав свою агентуру, пришла к миру, потому что все базы, все комендатуры, все точки, блокпосты, все было полностью блокировано. Русские с вертолетов скидывали им еду, воду и так далее, боеприпасы. И бомбить было немножко сложновато им, своих и наших. Да, так бы они наш Грозный разбомбили бы. Они до этого его как раз и разбомбили в 94-5 годах. И потом в 96 году им просто было не очень удобно уничтожать свою армию, которая находилась полностью блокированная под контролем наших бойцов и нашего народа. И благодаря этому вот они пошли с нами на переговоры. Но они использовали хитрый ход. Они привлекли Тима Гульдемана, начали вести вот эту свою гибридную, переговорную вот эту процесс этот. И в итоге пытались всячески обмануть нас, пытались нас присоединить уже на бумаге, не сумев присоединить нас оружием, пытались обманом на бумаге представить нас как частью России. То есть, ну как обычно, ложь, обман и ничему, то, что они говорят, верить нельзя. Вот такая вот была ситуация. И в итоге российские бандформирования к концу 96 года шли переговоры, в которых, кстати говоря, принимал участие Аят Эдигов, которого вы знаете. Мы обязательно послезавтра, в субботу, поговорим на эту тему, насчет 6 августа. И там получилась такая ситуация, были Хасавюртовские соглашения, и в этих Хасавюртовских соглашениях, ну, вообще переговоры были, как и сейчас в Украине, были разбиты на несколько блоков. Это социальная, военная, политическая составляющая была этих переговоров. И русские социально готовы были сотрудничать, а вот политически в военном плане пытались не сотрудничать. Но условия с нашей стороны были жесткие, только полный вывод войск. Мы договоримся, русские согласились на это. В принципе, с одной стороны, им это было выгодно. Переговорная группа, в которую ходил Имаев возглавлял эту переговорную группу, бывший, по-моему, генеральный прокурор чеченский, если я могу ошибаться, кто-то он там был. Закаев, ну и там несколько других людей было. Удугов, ну, короче, все те, кто сейчас фактически сдался России и
считает себя россияном, ну, работает на Россию, что Удугов, что Закаев, что Имаев, эти люди как бы нам рассказывали сказки, что я долго верил, что Имаева убили, похитили и так далее. Ну, сейчас говорят, что нет, он жив, здоров и так далее. Поэтому вот такая вот ситуация произошла. И когда были эти переговоры, Идигов был включен уже президентом Джохаром Дудаевым в переговорную комиссию, так как были не уверены в тех переговорщиках, которые представляли нашу сторону. Дело в том, что они фактически сливали Чеченскую республику Ичкерия. И тогда Джохар издал указ, что включает в эту комиссию Аяда Идигова, и что только за подписями всех участников переговорной делегации договор будет считаться подписанным, то есть будет иметь юридическую силу. И на этих переговорах много интересного Аяд мне рассказывал. Я сейчас боюсь ошибиться в чем-то, поэтому я постараюсь послезавтра его подробно об этом порасспросить, чтобы он сам это все рассказал. Но вот из того, что там было, первое, что выдвигали русские, что Шамиля Басаева нужно объявить террористом за то, что он захватил город Буденновск и уничтожил там много российских оккупантов и вооруженных бандитов. Сейчас, сегодня, когда это то же самое делают украинцы, это считается доблестью, что на самом деле таково и является. А вот когда это делали мы против тех же российских оккупантов, тоже против той же ФСБ, против той же империи, вот тогда мы были террористами. С нашей стороны, нужно признать, тоже были допущены ошибки. Я надеюсь, что мы впредь больше их не будем допускать. Но вот была ситуация, когда весь мир отвернулся от чеченцев. Просто взял и отвернулся. Просто взяли и плюнули на все свои принципы декларируемые, на всю ту демократию, которую они распространяют и экспортируют по всему миру. Я имею в виду сегодня американцев и англичан. Просто взяли и плюнули. Плюнули и забыли о своих принципах, о какой-то свободе слова, правах человека и всем остальном. Просто забыли. И вчерашние чеченцы, Джохар Дудаев, абсолютно прозападный человек, чеченский народ, который там восхищался радио «Свобода», «Голос Америки», «Настоящее время», Западом и так далее. Абсолютно прозападные чеченцы были, удобно воспользовавшись то, что мы мусульмане, были включены вот в эту глобальную борьбу Запада, Соединенных Штатов, Великобритании против вот исламского радикализма. Вот, и нужно честно признать, что исламский так называемый радикализм, он тоже был отчасти притянут за уши. Это нужно было для нефти, газа, каких-то своих геополитических своих целей. Но удобно было обвинить, что это исламские террористы, которые всех пугают. Но это арабский мир, мусульманский, там, азиатский мир, с которым Запад давно ведет войну и конфликтует там, за ресурсы. Чеченцев русские пристегнули к этому международному исламскому терроризму и глобальному, где что мы в мире якобы хотим везде установить халифат, исламский халифат. Этому способствовал Удугов, Мавлади Удугов, который вещал информационную, вел мощную борьбу. Закаев этому способствовал. Тоже это первый человек, Закаев, которого я увидел в вот этой черной повязке с арабской вязью на голове на переговорах в Кремле. Сейчас он, правда, демократ, правда, он несколько раз уже успел поменяться. Божественное, приветствую тебя. Шалом. Короче говоря, вот такая вот была ситуация. Что произошло, реально была вот такая вот ситуация. В итоге чеченский народ, Джохар Дудаев был убит подло, вероломно. Теперь мы знаем, что могли иметь к этому отношение и файлы Эпштейна, то есть разврат и разные извращения, которые разные, не знаю, как их назвать, сильными я их не могу назвать, ну, разные какие-то а-ля политики или просто проходимцы, которые оказались на самой вершине американской власти и имели большое влияние на Запад.
И не только американцы, конечно же, не только Билл Клинтон, я имею в виду, но и все другие товарищи, в том числе в Европе, в том числе в Германии. Например, очень важно отметить, что министр внутренних дел, бывший министр внутренних дел Вольфганг Шойбле, который несколько лет назад умер, еще в 21-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь, нет, я ошибаюсь, может быть, в 3-м году или 2-м году, после того, как широкомасштабная война России против Украины началась, он в одном из своих интервью сказал, что нужно было понять, что Россия идет вот в своей вот этой имперской экспансионной работе, собирается захватить Европу. Да, она собирается захватить Европу. Она собирается взрывать немцев. Она собирается убивать немцев. Она собирается забрать половину Германии. Об этом я уже 10 лет твержу. 10 лет кричу. И вот в итоге Россия, как сказал Вольфганг Шойбле, он сказал, что мы считаем, наверное, он сказал, что чеченцы не имели отношения к международному терроризму, и нужно было тогда это понять. Ну, вот такая вот ситуация. Это очень ценные слова бывшего министра, к сожалению, его сейчас нет в живых. Я бы обязательно взял бы у него интервью на эту тему, было бы очень интересно узнать. Но это говорит о том, что сдвиг в головах, вот этот ложный нарратив, преступный, варварский, просто невероятно подлый нарратив вот этой демократии, так называемой западной, в отношении чеченского вопроса. Это, конечно же, было, ну, это останется навсегда. Это никогда в истории не уйдет. И мы, чеченцы, самый древний, один из самых древних народов на земле, заявляем, что мы сделаем так, что никто никогда не даст вам этого забыть. Чтобы вы не изображали из себя тут на Западе, в Европе, в Америке, что вы там супердемократы, только демократия, ничего личного. На самом деле, первозданную демократию, ДНК чеченцев – это демократия, народовластие. У нас никогда не было царей и никогда не было рабов. Мы те, кто дали этому миру демократию. Не Греция, не шумеры, а мы дали эту демократию. То есть мы дали ее не потому, что мы такие самые умные, а потому что это от Бога она, демократия. И мы ее проводники. И этот мир, разделив правду и ложь на две части, а потом отодвинув правду в сторону, разделив ложь еще на две части, предлагают нам выбирать, вы за правдоподобную ложь или не очень правдоподобную ложь. При этом истина, правда, она остается в стороне. И они до сих пор продолжают это. Понимаете? Кизеветер, представитель Бундестага, парламента Германии, встречается с Ахмедом Закаевым. Но очень интересный такой момент складывается. Когда Ахмед Закаев входил в правительство Масхадова, президента Чеченской республики Ичкерия, и был министром культуры, приезжал сюда в Германию, с ним встречался, не помню какое имя этого министра, какой-то немецкий министр, и сказал: если вы как независимое государство ко мне пришли, я не буду с вами разговаривать. Но если вы пришли как часть России, то я вас приму. И говорит это Экехард Маас, который проживает в Берлине. Есть видео, где он об этом говорит. И мне лично он об этом говорил. И Ахмед Закаев сказал: да, конечно, я россиянин и буду разговаривать с вами как россиянин. Тогда он еще предал. Хотя я думаю, он еще раньше предал. Изначально, когда он входил в доверие, в окружение Джохара Дудаева, в окружение его племянника Мусы Таипова, тогда он уже делал свое дело. Вот такая вот интересная ситуация получается. И вот сейчас снова начинает этот Кизеветер заигрывать с Закаевым, что-то встречается. У Закаева нет никакой власти над чеченским народом. Никакой. Мы относимся к Закаеву как к Кадырову. И если в Украине там Буданов вместе там еще с кем-то будет его поддерживать, там, я не знаю, еще кто-то, правда, я больше не знаю кто, может еще кто-то, да, хотят заигрывать. Но вы ставите на то, делаете ставку на то, что никто никогда не поддержит. Просто нужно знать чеченский народ.
Просто чеченский народ можно обмануть, как и любого человека, особенно такой честный и благородный чеченский народ. Он верит. Но если чеченский народ знает, что ему лгут, никогда в жизни он не согласится на это. А ему лгут, пытаются лгать. А ничего не выйдет. Вы можете все деньги вбухать. Никогда не будет того, что хотят. Да, можно насильно, как говорил Наполеон, штыками можно захватить любой народ. Нельзя сидеть на штыках. Так вот, получается, что нам предлагают, чтобы Запад скрыл свои преступления в отношении чеченского народа. Такие люди, как Тим Гульдеман и другие деятели. Они пытаются дальше продолжать и гнуть свою античеченскую, преступную, проимперско-российскую линию. Вот какая ситуация. И 6 еще раз мы затронули тему Ахмеда Закаева. 6 августа 2021 года, то есть 5 лет назад, невероятно, так быстро летит время, 5 лет назад меня некий заместитель, хотя он говорит, что он главнее Закаева, может по званию или там по выслугу лет перед Россией, Саид Амин Ибрагимов, представляющийся правозащитником, пригласил меня тоже как правозащитника, пригласил меня в Страсбург, там на какое-то мероприятие у них там было. Организовали помещение, там собрали людей. Все это был спектакль для того, чтобы меня вызвать в Страсбург. И здесь, в Германии, я должен был взять одного человека, тоже из правительства Ахмеда Закаева. Правительство, конечно, это условно. Это российское правительство, если это правительство. А так это человек, который не имеет никакого отношения к чеченскому народу и к чеченской свободе. Ну, если только как россиянин с другой стороны имеет это отношение. И со мной поехал человек по просьбе и этого человека, и Саида Ибрагимова. Поехал с нами человек по имени Руслан Нашхо Эльдаров. А так у него Руслан Сулейманов фамилия. Я по тейпу Нашхо из местности Мазархо. И, наверное, рассчитывали, что если я Нашхо, он Нашхо, и то все там я должен промолчать там. И так далее. Короче говоря, человек предложил мне работать, это было 6 августа, 6 на 7 августа, в День Победы. Они решили отомстить чеченскому народу и вот День Победы омрачить, завербовав меня в свои российские сети. Но День Победы, на той День Победы я достойно прошел этот день. И, конечно же, сразу же сообщил и общественности, и немецким правоохранителям о том, что мне предлагают работать на российскую разведку. Вот такая вот была интересная ситуация. Поэтому сегодня 30 лет победы Ичкерии. Я всех чеченцев, всех граждан Чеченской Республики Ичкерия поздравляю с этим днем. Только после того, как им удалось разделить нас, внести нам раскол в виде радикального исламизма, который вначале преподносился как чуть ли не самая мягкая, самая, не знаю, приятная идеологическая вот такая установка. Это были, самые добрые люди были. Вы даже не представляете, более доброго, чем ваххабит, человека в начале, когда ее нам заносили, это я просто все в деталях прекрасно помню. Лучше не было просто. И когда это уже было, сказали чеченцы, никакой агрессии здесь нет, все нормально, ничего, как у нас вообще свобода вероисповедания у чеченцев. Вот просто не сегодня она зародилась, 6 тысяч лет назад. Если вы посмотрите все старинные, древние цивилизации, культуры, от шумерской, урартийской, хуритской и всех остальных, вы там увидите, что там очень много богов у них на пантеоне. Так вот, Бог у них один. И те народы, которые приходили под их защиту, они позволяли им исповедовать любую религию. Абсолютно. Главное, чтобы она не мешала другим. Поэтому чеченцы очень толерантны и к религиям, и к национальностям, и ко всем расам, и ко всему остальному. Но нас Россия представляла вот этим ваххабитам, который Запад уже был готов, уже боялся их. Нас представляли каких-то радикалов.
А мы обычные чеченцы, обычные мусульмане, которые никому не желали зла. Например, песня «Иерусалим», она пелась русскими на БТРах. Да, вот Тимур Муцераев исполнил эту песню. Ее исполняли, что Иерусалим захватят какие-то там 12 тысяч маджахедов и так далее, и так далее. В итоге такой контекст был представлен там, с терактами, с песнями, туда-сюда, что чеченцы уже были, ну, короче говоря, была проведена большая работа была проведена в этом направлении, чтобы представить чеченцев, внести в списки вот эти санкционные, антитеррористические, ООНовские и американские списки. Вот такой вот получился блокбастер, так скажем, да. Ну, такая вот история. Но жизнь продолжается, чеченцев не сломили, никогда не сломят. Чеченцы существуют тысячи лет на этой земле, и мы идем сквозь время, как сказал один деятель. И это абсолютная правда. Мы идем сквозь время, и я на себе, например, абсолютно не вижу, что там на мне что-то начинается или что-то заканчивается. Я считаю, что это все идет просто продолжение всего и будет продолжаться. И никогда в жизни чеченцы не будут покорены. То есть, в смысле, тот, кто покорился и сдался, он автоматически перестает быть чеченцем. Знаете, если исходить из той гипотезы, которой я сейчас придерживаюсь, то чеченцы имеют корни прямой от Ноя, от его 3 сыновей. И потоп кавказский, великий кавказский потоп произошел на Кавказе. Это был не всемирный потоп. И оттуда, от его 3 сыновей и тех людей, от 72 до 80, по разным данным, людей, которые находились на ковчеге, начало происходить распространение единобожия заново. После того, как люди, 10 поколений от Адама, люди тогда жили тысячи лет, как нам говорят шумеры, там, как об этом нам говорят, Ветхий Завет говорит. Поэтому, ну, шумеры говорят вообще очень много, Ветхий Завет говорит немножко поменьше, не немножко, намного поменьше, но все равно это тысячи лет, 1900 лет, 1200 лет. Вот в этот период. И люди, потомки Ноя, чей народ, люди Ноя, остались там на Кавказе, и представители Яфита, по-чеченски это Япис или Яппас, Сим или Шем, или Ихам, их потомки распространяли, то есть они были пророками, которые распространяли единобожие. Это был самый главный. И это и есть наша религия. То есть, если исходить из того, что такое чеченство, это и есть религия, как у евреев иудаизм, и складывается. И любой другой национальности человек, который входит в чеченское общество и начинает придерживаться чеченской культуры, чеченских законов, по-настоящему, искренне, как мы это делаем, даже если на тебя никто не смотрит. Не все, не всегда, но стараемся. И в этом смысле человек становится чеченцем. То есть, если он проживет определенное, там, несколько поколений, если они там проживают, они автоматически признаются стопроцентными чеченцами. Это говорит о том, что родство определяется не столько кровью, сколько идеологическим, культурным, мировоззренческим восприятием этого мира. Как-то так. Короче говоря, ситуация вот такая была. И мы, чеченцы, вы знаете, это как в религии, когда в исламе это называется иман, когда ваша вера, убеждения ослабевают, вы начинаете пить, гулять там и так далее. А потом, когда вы возвращаетесь опять к Богу, опять вы все это бросаете. Вот приблизительно точно так же происходит и с чеченцами. На какое-то время человек может выйти из чеченства, а потом вернуться. И в
какой-то определенной степени это можно сравнить как твоим мировоззренческим, твоей установкой, как и в религии. И самое интересное, открытие, которое я для себя сделал, изучая при помощи сегодня искусственного интеллекта огромный просто массив, объем информации исторической, и, конечно же, читая очень умных людей, я пришел к выводу, что все пророки были прямыми потомками Ноя. Все. И Мухаммад, и Иисус, и Дауд, и Соломон, и Авраам, и Моисей, и все, которые вот есть их, есть посланники Бога, которые именуются везде в разных книгах священных. 25 имен указаны, и в целом мы знаем 25 имен посланников. И около 124 тысяч пророков. То есть это проповедники такого высокого уровня. Всего было, по некоторым данным, от 313 до 315 было посланников божественных. Так вот, все эти 313, 25 имен, которые мы знаем по Ветхому Завету, по Библии, по Корану, и 124 тысячи пророков, это все люди одной ветви от Ноя. Вот какая интересная такая складывается. И это объясняет очень многое, как весь мир развивался, как весь мир тут все происходило. Тут очень интересно все это наблюдать. Так что вот такие вот дела, друзья. Давайте я почитаю немножко ваши комментарии и давайте пообщаемся. Шамиль, с днем перемоги. Приветствую. Всех, друзья, приветствую. Я смотрю, здесь троллятина набежала. Так. Годовщина. 30-летие. Спасибо, спасибо. Джохар Дудаев сказал, что Россия сдохнет, когда взойдет украинское солнце. Вот сейчас это происходит. Смерть нацистской России. Путлеряку, Нагиляку. Аминь. Так, друзья, я перемотаю, потому что много очень здесь спама. Сейчас я вот этого уберу, потому что он меня тут все заспамил просто. Так, очень что, вот так. Позитрон. 23-26 августа 1382 года. День взятия Москвы ханом Тохтамышем. День восстановления конституционного порядка на территории Центрального Улуса. Мы все произошли от потомков Ноя. Александр Дерганин. Ну, Александр, я тоже так считал, как общая установка, но знаешь, я сделал открытие для себя. И я считаю, что нет, не все произошли от Ноя. Дело в том, что первый человек, как мы знаем, это Адам и Ева, два человека, и от них пошло потомство большое, и, как мы знаем, и 10-м их коленом был, один из них был Ной. И нам говорят о всемирном потопе. Всемирного потопа не было. Сегодня нет этому ни одного доказательства. И если бы был бы всемирный потоп на такой высоте, что вода поднялась там, я не знаю, до 1500-2000 метров над уровнем моря, то это выглядит, фантастически невозможно. И многое еще объясняет, знаете, что странно, что произошел всемирный потоп, а в некоторых местах
человечество развивалось, цивилизации разные, они развивались. То есть я считаю, это моя гипотеза, что люди от Адама и Евы произошли, и 10 колен, они заселялись на этой земле. Но потом, и в это время, как говорят мусульманские источники, в это время среди людей жили джинны, то есть бесы. Но это хорошие есть, плохие есть, их то есть видели. Они сейчас, говорят, есть, но они живут в другом измерении, и мы их сейчас не видим. Но тогда они жили, даже во время Ноя они жили, говорят, после потопа. Так вот, потоп мог произойти только локально. И нигде, ни в Ветхом Завете, нигде в Коране не сказано о том, что потоп был мировым. Хотя они там говорят, что да, весь мир был затоплен. Но речь идет о мире, который их представлений, вот, который они населяют. Вот в этом месте. И речь идет о народе Ноя, который был потоплен. Другие народы не пострадали. Вот этого избежать удалось, вот этого глобального потопа не было. Я так считаю. И 10 колен от Адама до Ноя, они расселились по всему миру и проживали, но уже отошли от Бога. А в начале, когда Адам появился с Евой, Хавой на земле, то тогда не было ни страха, животные не боялись людей. Ну, все сосуществовали, жили, была идиллия. Но потихонечку люди начали скатываться в богохульство, в какие-то грехи. И в наказание, назидание всем произошел вот этот потоп. Великий Кавказский потоп. Когда произошло 6300 лет, тоже гипотетически, может быть раньше, но я почему считаю, что это может быть связано с 6300 лет назад, что именно в это время произошло одно из самых мощных извержений Эльбруса, а возможно и Казбека, который по-чеченски называется Башлам, то есть тающая гора, Бештам или Тай-гора. Ну, Растай-гора, если перевести с чеченского. Может быть, это именно Казбек, гора Казбек, которая в чеченском языке называется Башлам, она могла начать таять из-за извержения. Может, не на Эльбрусе произошло извержение, а может, на обоих этих пиках произошло извержение. Но сам факт, что лил ливень, а это самый большой объем воды, который поступал, и там на высоте, не на уровне моря, а на высоте образовывались такие запрудины от селей, лохаров, которые несли грязь, воду, камни и все снизу. И еще на Кавказе у нас есть огромное количество самый большой гидроузел в мире, это Кавказский гидроузел под землей. Там по некоторым оценкам больше или около океана воды, пресной воды. И у нас Пятигорск, Минеральные воды, Нарзан, Слепцовск, Серноводск, вот это все подземные гейзеры. А в Коране как раз говорится, что из-под земли била вода, и с неба лил, и эта вода соединилась из-под земли и с неба. То есть это могла быть вода, тот дождь, тающие ледники. И вот образовалась такая запрудины, которые подняли, вероятно, подняли Ноев ковчег до высоты, может быть, 2000 метров, может быть, вот приблизительно так, может быть, 1500 метров. Но это еще предмет изучения. Я имею в виду, что после этого эти люди, кто спаслись, и весь мир, скорее всего, видел этот дым, этот смог, который поднялся от этого извержения вулкана. И после этого люди начали верить и знать. И каждый народ от Китая, Индии, Южной Америки, ну и, конечно же, европейская часть, азиатская часть, африканская часть, везде в Эфиопии, например, везде есть про этот всемирный потоп указания, упоминания, везде об этом говорится. И хоть и Ноя называют вторым Адамом, то по факту он не рождал эти народы. Он был
одним из главных первых проповедников, его сыновья, которые были пророками. Я так считаю. Так вроде бы логично выходит, и я склонен считать, что за исключением, может, некоторых там нюансов, считать, что именно так все это складывалось. И это очень многое объясняет. Но эту историю никто не захочет раскрыть. Потому что если мы узнаем правду, а я, например, тоже интересная такая вещь, я из тейпа Нашхо, из места Мазархо. И изучая этот вопрос, а нам в детстве всегда говорили, ваш язык – это язык, на котором говорили в раю, ни больше, ни меньше. И наша культура, наш язык и наша культура – это гылак, это у нас культура называется. Вот этот гылак и наш мот, язык, это из рая. То есть на нем говорил Адам и Ева. Сегодня чеченский язык учеными признан языком-конструктором. Только в европейских, индоевропейском языках более 1000 слов базовых. Там камень, земля, лат, да, land, лат, лет. Это все чеченская земля, лат. И более 1000 схожих слов. Но нас не хотят даже сказать, что мы родственны. То есть базовые, первоначальные слова, это доказанные факты, это ученые так говорят. Но европейские, западные, мировые ученые не хотят пристегивать, как только пристегнут чеченскую, как когда-то они к исламскому международному терроризму пристегнули нас, только тут в обратную сторону. Если пристегнуть, то все станет открытым, и ученые начнут изучать чеченский язык, и они поймут, что это правда. Это просто про язык мы говорим, про культуру, про все остальное. Про архитектуру. И что я хотел сказать, самое главное, когда произошел вот 6300 лет, я взял временной отрезок, произошло извержение Эльбруса. Чуть раньше произошло, говорят, извержение Кавказа, Казбека, Башлама того самого. Но хотя они могли произойти извержения одновременно. Так вот, если взять вот это 6300 лет, то именно как раз 6000, где-то около того лет назад, 4000, 4200, 4300 лет назад, впервые в мире появляется мышьяковая бронза. То есть бронза, в которой добавляется там 10-8% мышьяка, из чего делаются очень сильные такие бронзовые орудия. И доспехи, и мечи, и щиты, и все остальное. Что не было до этого. Был каменный век. И фактически вот с этого момента в мире появляется бронзовый век. И сейчас рассказывают про майкопскую культуру, которая находится от Майкопа и до Кавказа, она идет туда, до Ичкерии, что нам рассказывают о том, что находят холмы, где захоронены люди, и они от обратного идут, они с равнины идут сейчас в горы, они ищут. Очень многие разграблены, очень богатые, вообще все потрясены, археологи, ученые, которые занимаются, насколько богатство в этих могилах вместе с погребенным там находят. Я полагаю, что это могилы тех пророков, того 124 тысяч пророков, может, они не в одном месте, вот где вот они Майкопское находят. И скорее всего, зная, что такое Россия, я полагаю, что это могилы пророков, потомков Ноя. Россия делает все, чтобы уничтожить историю и чтобы скрыть. Потому что Россия, она представляет абсолютное зло. Она работает, так сказать, да, на зло, на темные силы. И ее задача первых носителей уничтожить. И я так полагаю, что дело не в нашей земле, не в этом, а дело в том, что борются с нашим мировоззрением. Тем самым божественным гылак, божественной культурой и с нашим языком. Ну, к счастью, у них ничего не получится. До судного дня чеченцы будут, как бы русские не старались, или какие-нибудь другие ублюдки не приходили нас убивать. Я имею в виду русские имперцы, конечно же, а не всех русских подряд. Так что вот такие вот дела, друзья. Давайте дальше.
Россия абсолютное зло. Да, абсолютно и точно, FG. Россия представляет абсолютное зло. Так, подождите, так, дальше. Почему со стороны вашей религии мира, в кавычках, мне пишет человек, по имени Хермит, нет никаких письменных источников, которые осуждают такие акты насилия и предостерегают от применения насилия со ссылками на Коран? Но смотри, Хер, мне так иногда скучно бывает с вами разговаривать, потому что, ну, если вы вот эту религию мира помещаете в кавычку, вы обязательно поместите и христианство, и иудаизм в эти кавычки. Потому что ислам не отрицает Иисуса, не отрицает Моисея, и не отрицает, и не может отрицать учение этих великих посланников Божьих. И ислам, как я уже сказал, как и Иисус, Моисей, Авраам, все люди идут от Ноя, от, скорее всего, линии Шема, который является вторым сыном Ноя. И так и было завещено. То есть тогда Ной после потопа завещал 3 сыновьям, старшему Яфету или Япасу, по-чеченски Япасы, это у нас древнейшее имя, есть такое, буквы Ф в чеченском языке нет, и у нас произносится Япас. И потом, видимо, переделали. Я думаю, Япас это исконное имя, не Яфет, не Яфис, как это арабы говорят, не Япет, как это говорят там христиане, иудеи. А это Япас. Такое это древнее имя чеченское есть. Так вот, эти люди все эти пророки, все одной семейной генеалогической линии, вот эти одного древа. И нам, людям, которые сегодня живут, приходится фактически враждовать друг с другом об одном и том же. Понимаете? Об одном и том же. И сейчас, когда вы называете религию мира, вы пытаетесь стравить. И это, конечно же, работают российские спецслужбы. Но кроме российских спецслужб, есть еще другие спецслужбы. И есть еще полезные идиоты, которые в это присоединяются, в этом участвуют. Я имею в виду не только антимусульманские, я также антиеврейские тоже вещи имею в виду. Это та же самая ситуация. И недавно французские и другие разные журналисты раскопали, что стравливание иудеев и мусульман исходит из Кремля. Фамилия называется того, кто из администрации Путина. Что, какие деньги, как выделяются, там, свиные головы там, подбросить в мечеть, там, на синагогу намазать там, зеленую краску. Ну и вот так, напасть на евреев, напасть это. Ну, короче говоря, ведется такая мощная работа. Поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Я понимаю, когда такие вещи говорят, либо человек на работе просто, он занимается провокациями и стравливаниями людей, либо этот человек просто не понимает, что происходит. Он не понимает, о чем он говорит. Просто высказывает свою ненависть к целой религии. То есть более 1,5 миллиарда человек высказывает так невзначай. Причем нужно отметить, что эта религия не вчера зародилась, а ей 1400 лет. И как-то сосуществовали. Не всегда мирно, кстати говоря. Ну и вот меня тут один наш знакомый попросил рассказать про Мединскую конституцию. Вот и я немножко почитал ее, слава богу, есть искусственный интеллект. И я вам расскажу, что такое Мединская конституция. Сейчас вот эта религия мира, как говорит вот этот человек, какая она была на самом деле фундаментально, фундамент, истоки этой религии. Давайте обратимся к самому Мухаммеду пророку, мир ему и благословение. Конституция Медины, по-арабски Шахифат аль-Мадинах, также называется Мединской хартией, уставом Медины или Конституцией Медины. Один из самых ранних письменных политических документов истории ислама. И по мнению многих исследователей, одна из первых конституций в мире. В 622 году нашей эры, или первый год по хиджри, по мусульманскому календарю это первый год, сразу после переселения хиджри пророка Мухаммада из Мекки, Ясриб, позже переименованный в Медину,
Автором этой конституции является пророк Мухаммад. Мухаммад прибыл в Медину как арбитр и лидер. Город был разделен между враждующими арабскими племенами Аус и Хазрадж и несколькими еврейскими племенами Бану Кайнука, Бану Надир, Бану Карайза и другие. Документ должен был прекратить межплеменные войны и создать единое политическое сообщество. Оригинал документа не сохранился. Текст дошел до нас через ранние исламские источники, главным образом через биографию Мухаммада, Сира Ибн Исхака, 767 в редакции Ибн Хишама. И знаете, я хотел бы предложить, я уже предлагал ее, конечно же, я абсолютно далек от святости, ума и мощи, которая дана была Богом Мухаммаду пророку, хотя, может быть, мне еще дадут, хотя сомневаюсь такую, но я хотел бы сделать то же самое. Я бы хотел бы подписать. И я считаю, если это соответственно верно, соответственно моей гипотезе, что мы есть потомки Ноя. То есть Мухаммад из курайшитов. Кстати говоря, очень часто, знаете, происходили события среди вот этих потомков Ноя. Они долго, когда находились у власти, они начинали немного, знаете, бронзоветь. Из века бронзы, так сказать. И начинали, а их люди возносили, их чуть ли не считали там полубогами. Например, шумеры их считали полубогами, которые пришли с гор. Кстати говоря, 7 человек вначале пришло на Ближний Восток с Кавказа, со стороны Анатолии, из Кавказа. И вот получалось, что эти люди начинали узурпировать власть. И тогда среди них появлялся человек, который возражал против этой диктатуры. Так было, например, в Египте, когда фараоны тоже были прямыми потомками Ноя, но потом они почему-то вот узурпировали власть. И вот появился Муса, Моисей, который вывел людей, которые не должны были находиться в рабстве, что люди не могут подчинять себе людей и делать из них рабами. Так считал Моисей, так считал Бог через Моисея. И то же самое, например, произошло в Римской Республике. Вам может показаться очень невероятным то, что я говорю, потому что эта информация для меня до сих пор шокирует эта информация. Но как и курайшиты среди арабов, представители рода Мухаммада, также и в Римской Республике были, забыл фамилию, Тарквини были такие товарищи, которые узурпировали власть. Этот узурпатор был дядей Брута, Юлия Брута, и фактически Брут сверг своего дядю, брата мамы. И потом стал во власти, но недолго правил, погиб, тоже был убит, но систему он смог установить. Юний Брут, который установил. Опять же, внутри у них происходило. Внутри узурпировалась власть, и потом приходили. Что интересно, через 500 лет событий после того, как в Древнем Риме Брут сверг своего дядю, узурпатора Тарквини, через 500 лет, где-то в начале нашей эры, уже до Рождества, может быть, Христа, или уже после Рождества Христа, произошло точно такое же событие. Потомок вот этого Брута убил Гая Юлия Цезаря за узурпацию власти. То есть вот у этих потомков Ноя такая, несмотря на 100 лет, 500 лет, 1000 лет между промежутки времени, у них какая-то мощная тяга борьбы против диктатуры, против узурпаторов власти, то есть против рабовладельцев. Понимаете, о чем? И такая же система интересная произошла в Иерусалиме. Иерусалим построили тоже потомки Ноя. И царь Давид, которые сейчас прямые потомки Коины являются от царя Давида, а Иисус считается еще потомком царя Давида, то есть отец Иисуса. То есть
помолвленный с его мамой, с Марией. Мы знаем, что Иисус был непорочно зачат, но он, Иосиф, отец Иисуса, он является прямым потомком вот этой линии от Ноя. И Иерусалим, когда был захвачен, тоже, вернее, он был узурпирован, и почему я считаю, исходя из Рима, исходя из того, что делал Мухаммед против курайшитов, он против своих фактически родственников, выше, которые там забронзовели, посчитали себя там и так далее крутыми. Хотя Ной завещал две вещи своим потомкам. Это единобожие, не поклоняться многобожникам, не быть. И второе, не быть, гордыню убрать. Убрать гордыню. Понимаете? И эта гордыня потом их, видимо, овладевала. И в итоге, когда царь Давид, а я не могу его назвать царем, потому что у чеченцев это называется отец. Мы не называем, у нас нет царей, у нас главный это отец. Как мы знаем, в Риме папу называют папой. И у нас, у чеченцев, тоже папа, отец говорят на вот, главного. Это отец народа, отец населенного пункта, отец Тейпа, отец Тукума. Ну, вот такая вот идет система. Так вот, почему я считаю, что отец Давид освободил Иерусалим от своих же родственников, узурпировавших власть. Дело в том, что когда он дал команду, и его люди захватили, вошли через там подземные каналы в Иерусалим и захватили Иерусалим, открыли ворота и запустили основные войска, войсками это нельзя назвать, основную там группу, то отец Давид не убил этих жителей. Он даже не изгнал никого из этого города. Он просто убрал вот эту верхушку, которая узурпировала власть. И объединил, и из-за этого у него, вероятно, и вырос авторитет. А его сын Соломон еще является одним из величайших посланников божественных. Понимаете? У мусульман, у христиан, иудеев. И если мы все будем изучать религию и историю так, а не так, как нам раввины, попы или муллы нам пытаются рассказать, тогда у нас вся картина сложится. Когда сложится картина, тогда мы сможем ответить себе на вопрос, кто мы, куда мы идем, откуда мы появились. По теории Дарвина от обезьян? Да, я согласен. Некоторые люди точно появились от обезьян. Я даже думаю, что некоторые от свиней появились. При всем уважении, я надеюсь, свинья не обидится. Но при всем, есть хуже просто. Просто любой бес позавидует таким людям. Да? Фору дают этим бесам. Поэтому вот такая вот складывается картина. И если эту картину представить в целом, то мы все говорим об одном и том же. Например, есть такое выражение: нет Бога, я скажу, как это принято говорить, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк. То есть, ла илаха иллаллах. То есть, говорится, нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед его пророк. А нам это, переведя на русский язык, нам говорят это: нет Бога, кроме моего Аллаха, и Мухаммед его пророк. То есть, фактически, хотя по-арабски звучит нет Бога, кроме Бога, то есть одного Бога имеется в виду, и все. Больше ничего другого там не имеется в виду. Потому что на арабском ла илаха иллаллах, вот даже вот по звучанию слышно, ла илаха иллаллах, вот одинаково. И здесь Аллах произносится, и здесь нет Аллаха, кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк. То есть один Бог. Об этом говорил Ной своим сыновьям. Единобожие. Это говорит Ветхий Завет, это говорят иудеи, это говорят христиане, это говорят, конечно же, мусульмане. Многие вещи касательно Ноя ислам просто повторяет, потому что ислам немножко на другое. Коран, он нацелен на другое. Он в целом, в принципе, завершающую такую, объяснительную, разъяснительную такую часть ведет Коран. И нас разделяют. А зачем разделяют? Потому что раввинам, попам и мулам, которые служат бесовщине, ну или каким-то там королям, царям, там всем остальным, то им выгодно, чтобы каждое паство, каждое вот это его население, его
его верующие придерживались его. А вдруг это окажется все правда? А вдруг мы все, оказывается, братья? Оказывается, все мы мировоззренчески воспитаны на том, о чем говорили потомки Ноя. И все они, вот эти все пророки, которые говорят, один араб был, другой еврей был, другой там третий был и так далее. Так в Коране говорится, или в исламе говорится, что нету ни одного народа, которому я не послал бы пророка. То есть на тот период, или может быть даже позже, когда уже новые народы появлялись, из там разных других народов формировались, то каждому послан пророк. Посланников, а чем отличается посланник от пророка, чтобы было понятно? Посланник — это человек, который непосредственно общается с Богом и получает от него инструкции. Пророк не имеет, может быть, имеет общение, но не имеет права вносить что-то новое без ведома. Он только повторяет то, что говорили посланники Божьи. Вот как эта картина рисуется. И если эта картина соответствует реальному положению вещей, о чем я говорю, то в таком случае мы все будем жить в мире. Мы все осознаем, что мы являемся одним единым организмом. В исламе говорится, человек, убивший одного невинного человека, приравнивается к убийце всего человечества. Представьте себе. Сегодня каждый день Россия уничтожает абсолютно невинных людей на своей земле. Кстати говоря, мы говорим много про Киевскую Русь, там все такое, там ей 1000 лет, 1500 лет. На самом деле история Украины имеет еще больше, тысячелетние, глубже корни имеет история. И это касается того же самого, как это было в Иерусалиме, когда появились люди, которые свергали диктатуру и несли божественное слово. То же самое касается Соединенных Штатов Америки. Сегодня образовавшееся государство, Соединенные Штаты Америки, они основывались на принципах Римской республики. Сейчас, правда, они сейчас скатываются к Римской империи, к сожалению. Но там есть очень мощные силы, которые против этого. И это говорит о том, что в каждом человеке и в каждом народе, как сегодня в украинцах, так и в американцах, есть вот это стремление к свободе, к борьбе или к непризнанию, непринятию диктатуры над нами. Понимаете? Это очень-очень интересные вещи. Ну, давайте вернемся к нашей Мединской конституции. Раз тут мусульмане такие плохие, поговорим, что говорит Мухаммед. Не какой-то там мулла где-нибудь в Саудовской Аравии или в Лондоне он сидит где-то там печатает, да, или на Лубянке сидит, или сидит он в Тегеране или где-то в Каире, который работает на спецслужбы и занимается своими работами. Нет, мы говорим о том, о чем говорил пророк. Это историческая личность и вот доказанные факты. Исторически доказанные, подтвержденные факты о Мединской вот этой конституции. Документ состоит примерно из 47-52 статей. Давайте посмотрим, что это за статьи. Главные идеи. Мусульмане, переселенцы, мухаджиры и местные ансары и еврейские племена образуют одну политическую общину. Умма вахида. Это не религиозная умма, а гражданско-политический союз. Второе. Свобода вероисповедания. Евреи сохраняют свою религию и законы, мусульмане свою. Никто не принуждается к смене веры. Классическая формулировка. Евреи имеют свою религию, а мусульмане свою. Третье. Взаимная оборона. Все участники договора обязаны защищать Медину от внешних врагов. Если на город нападают, все сражаются вместе. Никто не заключает сепаратный мир с врагом. Четвертое. Равенство и справедливость. Это все Мухаммед пророк. Вот из той самой мирной религии. Понимаете? Смотрите. Это факт, исторический факт. Я ничего не выдумываю. Равенство и справедливость. Все свободные жители Медины равны перед законом. Кровная месть ограничивается, убийца отвечает лично, а не весь род.
Запрещается помогать преступникам и укрывать их. Пятое. Роль Мухаммеда. Пророк является верховным арбитром во всех спорах между участниками договора. Окончательное решение за ним. Внутренняя автономия. Каждое племя, и мусульманское, и еврейское, сохраняют свои внутренние обычаи, ответственность за своих членов и право решать мелкие дела самостоятельно. Запрет на внутренние распри. Документ прямо запрещает междоусобицу и требует решать конфликт мирно через арбитраж. Это первый документ, который превратил разнородные племена в единое государство-город с общими правами и обязанностями. Многие современные исследователи, мусульманские и западные, называют его первой писаной конституцией в истории, потому что он регулировал отношения между разными религиями, устанавливал принципы гражданства, а не только племенной принадлежности, вводил идею коллективной безопасности и верховенства закона. Он стал образцом для позднейших представлений о многоконфессиональном обществе под властью мусульман. Хотя позже отношения с евреями Медины резко ухудшились, часть племен была изгнана или уничтожена после конфликта 1624-1627 годах. Здесь именно на этот исторический документ ссылаются, когда говорят о Мединской хартии, как модели мирного существования мусульман, евреев и других общин. Проект современный, можно было бы применить современную Медийскую хартию, чтобы примирить евреев и арабов, мусульман и иудеев. Но все мусульмане не являются врагами. И знаете, здесь нету такой борьбы, которая идет, что вот между иудеями и мусульманами. Вы сами прекрасно знаете, иудеи, проживающие в Израиле, религиозные, то есть ортодоксальные иудеи, они категорически не хотят служить и выходят на митинги против того, что делает сейчас Израиль. То есть они говорят, что не нужна экспансия, не нужна. С одной стороны их можно понять, с одной стороны это так, с другой стороны евреям нужна защита. И без этого, без армии они не справятся. Но сам факт, что религия, иудаизм, не воюет с исламом. Ислам, религия, не воюет с евреями или с иудаизмом в целом. Это факт. Мы знаем, что сегодняшние террористы из Хамас вчера были большевиками и коммунистами. Вчера, помните, в Мюнхене, когда на Олимпиаде они нападали, и позже. И после того, как перестал существовать Советский Союз, это нельзя отрицать никак, резко красные вот эти большевики или революционеры, разжигающие пожар мировой революции, перекрасили в зеленый цвет. Вот все, что произошло с ними. Но финансисты, обучающие их инструктора, их кураторы, это все КГБ, Россия, ФСБ и Иран. Иран тоже является, это два сапога пары. Сегодняшний Иран и сегодняшняя Россия. Вот такие вот интересные вещи. Возвращаясь к тому, что было. Вот такие вот интересные дела, друзья. Давайте я сразу опять вернусь к вашим вопросам, друзья. Так, давайте. Мусульмане, все верно, палестинцы в основе своем марксисты. Давайте более точнее, чтобы не было, потому что евреи, они тоже палестинцы. И все, кто проживает на территории, они тоже палестинцы. Это арабы Палестины, так будет точнее, чтобы не путаться. Израиль спонсирует Израиль. Да, это так. Даже в армию забирают. Представь, Израиль забирает израильтян в армию. Один гений. То, что в Израиле есть нехорошие люди, это правда? Так, еще не понял ничего. По хадисам, одна из жен пророка Мухаммада, саллаллаху вассалям, была еврейкой, звали ее София. По-моему, я даже это слышал, не знаю, но ничего удивительного в этом нет.
Так. Вся это, знаете, когда я раскрываю эту ситуацию полностью, сюда заходит, есть такая программа среди чеченцев, запускается российскими спецслужбами. Короче, они хотят объединить в дичь Дагестан, Ингушетия, Чечня. Исламское такое государство. И знаете, они уже, я буквально вчера, по-моему, смотрел одного деятеля, они рассказывают, что, знаете, этот ислам вот арабского толка, то есть вот этот ваххабизм, который навязывает, хотя, не знаю, там арабов тоже огромное количество, и все они разные. Ну, что это не традиционный ислам, то есть чеченский, а арабский ислам, что он тоже оказывается нормальный. И мне вспомнилось, как в 99 году Ельцин, Борис Николаевич Ельцин, говорил о том, что, понимаете, у нас свобода вероисповедания, и в дагестанских населенных пунктах Чабан-Махи и Карамахи живут бородачи. И они очень даже симпатичные, говорил Ельцин. И Степашин, тогда министр внутренних дел и позже директор ФСБ, говорил, да, у нас свобода вероисповедания и так далее. И после этого просто все это зачистили и там начали уничтожать их. И началась вот Вторая русско-чеченская война. Они начали убивать своих граждан. Они, дагестанцы, попросили помощи у чеченцев, чеченцы пришли на помощь. И вот началась, русские потом взорвали свои дома, и потом началась Вторая русско-чеченское широкомасштабное вторжение фашистской России в Чеченскую республику Ичкерия. И вот мне приблизительно напоминает вот эту ситуацию, когда они начинают говорить, что оказывается, ислам нормальный. Сейчас любой, кто говорил про слово ислам, это уже считался враг, террорист, сейчас взорвется и все такое. Ну, я не знаю, люди такие идиоты, что ли. Просто вот вчера они все были коммунистами, потом резко становятся исламистами. То есть коммунизм это же не просто какая-то другая религия, хотя это религия, но она отрицает вообще существование Бога и так далее. Хотя у них Бог сатана, у этих коммунистов. Но в итоге получилось то, что получилось. Получается, в принципе, что как вы меня тут уже этими своими... Короче говоря, получается такая вот ситуация. Грозный, второй Дубай, наверное, из той же оперы. Да. Киртукас, приветствую вас. Приветствую, Литва. Короче говоря, ситуация вот следующая. Буду читать ваши комментарии. Сбился я с мысли снова. Так как отвлекаюсь на ваши комментарии. Можно просто их читать и ничего не делать. Да? Ну, давайте вернемся. Короче говоря, они хотят объединить в дичь Дагестан, Ингушетия, Чечня. Проект Кечкин. Дмитрий Кечкин, главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Дмитрий Кечкин являлся соорганизатором, по моим данным, теракта в Бостоне, который курировал, негласно курировал Тамерлана Царнаева, который вот этот Кечкин. Сейчас его поставили, на нем есть кровь американцев, он уже на крючке, никуда не денется. И объединив, когда сейчас будет переустройство всего мира, чтобы Ичкерия не получила свободы, нас пытаются объединить с российскими провинциями Дагестана и Ингушетии. И, конечно же, под святым лозунгом ислама, чтобы мы мусульмане, мы же, хотим жить в мире, поэтому нам строили мечети. Понимаете? И этот проект, скорее всего, не только русский. Понимаете? Например, Турция финансировала строительство мечетей в Чеченской республике.
Турция, да, большим уважением отношусь к турецкому народу. Но факт есть факт. Финансировали. Не строят университеты, не забирают наших студентов обучаться в Турцию, Европу или еще куда-то, а строят мечети. Спортзалы и мечети. Все, с вас хватит. Больше вам ничего не надо. Голова забита религией, мышцы в спортзале, на ковре, на груши натренированы. Все, этого достаточно. Вот как ведется работа против нас. И сейчас, а я об этом уже давно говорю, мои зрители не дадут мне солгать, получается, сейчас они уже подводят к тому, что да, это вот этот ваххабизм, это даже все даже неплохо. Понимаете? Вчера они весь народ истребляли, полностью обзывая там террористами, исламистами. А теперь, видите ли, это уже нормально все. Опять уже, как Чабан-Махи и Карамахи это было. И, короче, в итоге они к этому говорят. Поэтому нам для того, чтобы объединиться между Дагестан с большим уважением ко всем дагестанским народам, нашим братским, соседним народам, все, кто не воевал против нас, являются нашими братьями. Наш ингушский народ, наш братский народ, они сделали свой выбор, они остались с Россией, когда развалился Советский Союз. И сейчас чеченцы понесли колоссальные потери. Юридически мы независимое государство, временно оккупированное. Но вот в мире так сложилось, вот этот, скажем так, легкого поведения, да, с низкой социальной ответственностью этот мир, политический мир, мировой, вот так с нами поступил. Ну, поступил и поступил, но дальше жизнь продолжается. Просто мы узнали, что грош цена всем вот этим демократическим декларациям, там, правам человека, свобода слова, там, принципы на суверенитет, на независимость. Да, вот это все оказалось чушью собачьей, да, просто стало инструментом, да, управления малочисленными народами. Ну или использования малочисленных народов в борьбе между вот этими крупными державами. Поэтому мы все понимаем, и при всем уважении к Дагестану с Ингушетией мы не будем объединяться. Мы не будем объединяться, если мы не являемся единым государством. А нам хотят сейчас будут много чего давать, какие-то там льготы будут давать, какие-то там, может быть, финансы начнут закачивать и так далее. Но что бы они ни сделали, мы знаем, что это проект ФСБ. И не только ФСБ. Я думаю, здесь на Западе есть сторонники, которые... ФСБ стоит на коленях давно перед Англией и Америкой. Поэтому я так полагаю, что это такое совместное такое предложение. Вот мы делаем, а вы там... Мы их таким образом, вот этих диких дагестанцев, чеченцев, ингушей будем вот так держать, короче. Вот, наверное, так они планируют. Но для того, чтобы Дагестан и Ингушетия стали независимым, суверенным, ну, Ингушетия отдельная тема, Дагестан, они должны провести референдум, избрать парламент там, и так далее, и так далее. Но чтобы мы не стали демократическими государствами, когда сейчас будет перетрубация и полностью изменения во всем мире, нам предлагают объединиться в дичь. Чтобы завтра, сперва нам дают эту дичь, сделают из нас дичь, а потом уже Дмитрий Кечкин и другие ублюдки из ФСБ будут нас уничтожать уже на законных основаниях. Это же дичь, это же дикие люди. И я чеченцам об этом год, два, уже 3 об этом твержу, если не ошибаюсь. Время так быстро летит, что могу ошибиться. И чеченцы могут поискать записи, кто помнит, то помнит, что нас вот к этому подводят, объединению в дичь, под исламскими лозунгами. Все, ислам уважаем, ислам признаем, но мы должны понимать, что нас ведут по определенному вот каналу, к определенной там к пропасти. И поэтому мы должны быть очень осторожными. Очень осторожны. Так. Кутаев тоже говорит, надо Горскую республику. Наверное, подготовка почвы, чтобы упразднить Чечению.
Да, совершенно верно. Конечно, правительство Ичкерии просто хочет добиться кормушки. Я не знаю, о каком ты правительстве говоришь. У нас легитимная власть, президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Правительство Закаева, это сугубо его личное. У него герб левый, да все у него левое. Да, и он сам россиянин. Он сам подписывает документ, что он россиянин. Поэтому, и да, абсолютно точно, это внутрироссийская оппозиция, которая потом хочет занять место Кадырова. Потому что Кадырова песенка спета. Ну, как они считают. Но на самом деле, я думаю, еще его песенка не спета. Да. И для того, чтобы вот этому так называемому закаевскому правительству прийти к власти, нужен чеченский народ. И чеченский народ пытаются под видом, под соусом ислама использовать. Понимаете? Ну, деньги, конечно же, там много есть из его окружения, кто за деньги готов это делать. А так просто полезных товарищей можно использовать и запускать в нужном направлении. Это да, это делается. И это внутрироссийская оппозиция, это оппозиция Кадырову, это россияне, и к нам они никакого отношения не имеют. Но то вероломство, которое сделали Закаев, Удугов и все вот эти товарищи, оно чеченским народом никогда не будет прощено. И я очень надеюсь, что неотвратимость наказания за тот страшное вероломство, за ту подлость в отношении чеченского народа, мы, чеченцы, это запомним и в истории оставим. Чтобы следующий, кто вот так с нами поступит, со своим народом, хотя я сомневаюсь, что они чеченцы, но может быть и чеченцы. И в итоге вот придет к тому, к чему придет. Так. Так этой кормушки россиянцы с Москвы. Что плохого, что чеченцы хотят вернуть свою кормушку от россиянцев? У россиянцев. Нет, если бы они хотели у россиянцев забрать, а тут они хотят под россиянами остаться. Дело в том, что вот этот исламский, вот этот дичь, и вот этот проект Кечкин, он строится для того, чтобы нас контролировать под видом ислама. И никакой свободы там не будет. Просто достанет время, потом просто уничтожит. Понимаете? Это по уничтожению народа идет. Так. При капитализме народ не делает никакого выбора. Выбор делает торгашня, когда дорвалась до власти. Так, это... Здесь мне тут пишет, что освободите мир без тромбошек. Дело, вот я такие вещи серьезные рассказываю, очень полезные. Твой уровень развития мир бетон, получается, на этом заканчивается, да? У тебя не хватает ума понять, и только, знаешь, либо ты на работе, либо ты просто еще не дорос, наверное, чтобы на моих каналах что-то писать, говорить. Да, ты, наверное, еще молодой совсем. Давай, короче, по добру, по здорову. Потом они вырежут, скажут, он не ответил, а я всем отвечаю. Потом вырезают, он ответил. Они хотят, наверное, упразднить Чечению, Дагестан и Ингушетию, сделать из нее зону распутства и туризма. Но я не знаю, что ты имеешь в виду под словом распутство, но я могу сказать, что распутства там достаточно и сейчас, где есть Россия, там всегда разврат и коррупция. Но упразднить Дагестан и Ингушетию — это российские провинции. Упраздняй их, не упраздняй, а вот Ичкерию, Чеченскую республику Ичкерию, почему ты ее только Чечения называешь, ее упразднить никому не удастся, потому что это воля, выбор чеченского народа. К сожалению, пока Дагестан и Ингушетия не сделали этот выбор, то есть юридическую процедуру не прошли. И как пройдут, то тоже их никто не сможет ни распустить, ни так. А так, я думаю, не зону туризма они там хотят сделать, а зону, знаете, исламистское гетто это будет. Будет наверху сидеть российский ставленник,
который будет манипулировать, управлять, как сейчас делается, что вот мы братья, там какой-то там, может сейчас дадут землю, знаете, скорее всего это может быть Ауховский район там вернут чеченцам и скажут, вот мы вам вернули, там сейчас уже начали некоторые дагестанские, ну по всей видимости, разные товарищи появляться и говорить, что вот мы там жили в мире, в братстве и так далее, и так далее. Хотя таких слов мы очень редко слышали от наших братьев-дагестанцев. И сейчас появляется ситуация, когда они начинают, вот мы сейчас, может, компенсацию дадут, землю вернут, скажут, вот, чеченцы, вы великие, туда-сюда. Но чеченцы в это уже не поверят, потому что я знал, что это будет, уже я, только один я уже сколько предупредил, а люди и так лучше меня разбираются в этом. Поэтому я уже 2-3 года говорю, что они ведут нас к объединению. И это не произойдет спонтанно, свержение Кадырова, потом там братские объятия с Дагестаном, с Ингушетией. Нет, это не произойдет спонтанно. Обязательно где-то прольется кровь. Потом вот этого своего ставленника, россиянина здесь на Западе, Закаева попробует куда-то там привлечь. Но шансов у него нет. Потому что вот эти все старые КГБшники, они многократные лузеры. Они, когда Советский Союз развалился, им пинка дал чеченский народ. Потом, когда уже они попробовали свергнуть заново Дудаева, им опять пинка дал чеченский народ, чеченские бойцы. Потом российская армия уже самой пришлось вмешаться, уже своей кровью, своими силами, там, невероятными потерями. Они захватили нашу территорию. И после того, как они ее захватили, КГБ, ФСБ поступило, ну, рационально, на мой взгляд, при всем при том. Они сказали, что нет, старая советская номенклатура будет подчиняться КГБшнику из тех, кто реально что-то делал. Но он был на стороне Ичкерии, Ахмад Кадыров, который был. И что вы будете ему подчиняться. И Кадыров прямо об этом говорит. Кадырова фамилия вышла вперед, все, вы мне подчиняетесь. То есть он раб, и среди рабов он первый раб. Вот что он фактически сказал. И они очень обижены. И Кадыров, когда приходил к власти, он еще был необразованный, еще неопытный. И, знаете, есть такое понятие, как угар войны. Когда у тебя еще ты в состоянии войны находишься. Но он просто их всех вырезал, вот этих всех своих противников. Бил, запугивал, убивал и так далее. И отжимал бизнесы. Это у всех КГБшников, то есть агентов КГБ, не офицеров. Офицеры это не их уровень, а вот агентуру. У них есть своя каста агентов, ГРУ и ФСБ. Вот он их всех задавил. И они, бедолаги, которые столько гибли, столько убивали свой чеченский народ ради величия России. А потом пшик, и все досталось Кадырову, да, 7 миллиардов Кадырову. И они бесятся, и они вот хотят реванш сделать. Так вот, 2 раза они, в 91-м, в 90, когда было уже перед началом Второй войны, в 3-м году, всего агрессии было 5, и 2 широкомасштабные последние войны, и 3 до этого агрессии. Потом сама война, где вот эти все старая советская номенклатура КГБшная, они как-то еще, в отличие от Кадырова, образованные, и вот открыто убивать они боятся. Они где-то стукануть, где-то там что-то сделать, ну, чтобы на них не вышли. Потому что КГБ не КГБ, а кровную месть, принцип Талиона среди чеченцев со времен Хамурапи, со времен Ноя никто не отменял и не отменит. Убил чеченца, умрешь, рано или поздно. В твою дверь постучат. Обязательно. И ответишь за все. Вот этот момент приходится им учитывать. А Кадыров, он уже по локоть в крови, ему как-то по барабану. И сейчас у него попытка его опять свергнуть. Ну как его свергать? Если столько раз пробовали, столько раз были лузерами, то на этот раз получится ли? Получится, если на их стороне будет чеченский народ. Для этого они нам рассказывают, что Закаев какой-то представитель Ичкерии, что мы там все должны встать под ружье. Он рассказывал, что в Украину 300 тысяч чеченцев, вот просто вот сейчас он вот так пальцами, и они все соберутся и ломанутся воевать в Украину и так далее. А сейчас мне рассказывают в Украине, когда на той стороне видят Закаева и его вот эту группу,
люди, которые воюют за Украину, переходят на другую сторону улицы, чтобы с ними не здороваться, и обходят их стороной. Вот, это бойцы, которые реально воюют, понимаете? Вот какая ситуация складывается с 300 тысячами чеченцев, которых Закаев подружил. И вот их такая задача. Ну, конечно, Закаев и вот эти товарищи будут опираться на, скорее всего, на российские бандформирования, в том числе, может, чеченской национальности, которых они будут за деньги покупать и использовать. Но народ чеченский не поддержит. Абсолютно точно. Правительство есть, четкое понимание, представление о происходящем уже сформировано. И в том числе я к этому предлагаю усилия. И никакую дичь входить мы не будем, потому что это катастрофа для нас. Я предлагаю и дагестанцам, и ингушам не объединяться в дичь, а когда сейчас настанет момент, заявить о своем суверенитете и свободе, о демократическом правовом государстве и Дагестана, и Ингушетии. С Ингушетией мы, наверное, может быть, объединимся, если это будет желание обоих народов. А если нет, то будет Ингушетия, будет Дагестан. Прекрасные два государства будут наши соседние. Как-то так, друзья. Так, что у нас? Амик, Кадыров и Закаев, оба агенты ФСБ. И если ты поддерживаешь Закаев, значит ты тоже из них, пишет FG. Ты кому это пишешь? Салам, брат Эд. Шалом алейхим. Да, совершенно верно, Сергей Кондрат. Пока карлик... Ну, знаешь, дело даже не в карлике. Дело не в карлике, который должен сдохнуть или нет. Дело в системе ФСБ, системе КГБ СССР. И эта система, еще большая проблема в том, что она стоит на коленях перед Западом, и сдает все. Она как бы полноправный владелец вот этого постсоветского пространства. И вот все, что попросят, а те умеют, видимо, надавить, там, с одной стороны, украинцы долбят, с другой стороны, санкциями американцы, Запад долбит. И они вот потихонечку у них отжимают. И они как балласт скидывают, ФСБшники. Все, скинули Армению, Азербайджан, все, Нагорный Карабах скинули, Сирию оставили. Потихоньку везде расходятся. И туда заходят, занимают эту ситуацию американцы, Запад там и так далее. Вот фактически в этом смысле Россия, ФСБ, она служба, это учреждение, оно стоит на том, что оно будет нас всех сдавать. Запад абсолютно цинично, как чеченец, который пережил геноцид, который финансировал Запад, геноцид финансировал Запад. Америка давала миллиарды кредиты Путину, Ельцину еще тогда, то я вас уверяю, что они еще раз спокойно и украинцев, и чеченцев, и грузин, и все грузины тоже уже имеют опыт общения. Поэтому в этом смысле всех просто будут сливать, потихонечку будут приторговывать русские нами, а Запад будет получать свои дивиденды и говорит, ну да, реал-политик, как говорят немцы, тут милает там, простите, извините. Да. Так. Так, дай Бог, на этом я и закончу свой стрим, дай Бог на том, чтобы солнце Украины светило прямо над Россией и не угасало. Аминь. На этом, друзья, я свой прекрасный стрим заканчиваю, друзья. Волки Кавказа. Постараюсь выйти завтра, но, скорее всего, не выйду. Постараюсь, очень постараюсь. А так, в субботу на русском языке, на русском языке в субботу с Аядом Идиговым. Давайте поговорим и за 6 марта.
1996 года, День Победы, в котором непосредственно тогда Аят был председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия. То есть у нас государство больше даже не президентское, Дудаев был лидером, поэтому он так ярко светил на небосклоне, у нас парламентская больше республика. И фактически Аят Эдигов, председатель парламента, был человеком, который находился в состоянии войны с Россией, в это время был председателем парламента. И он очень много нам даст информации. И по Дню Победы Чеченской Республики Ичкерия над фашистской Россией, и обо всем остальном, о чем мы сегодня говорили. Пожалуйста, в субботу на час позже мы начинаем с ним в 19:00 по Брюсселю. Я рад вас всех и буду видеть. На этом я свой стрим заканчиваю. Слава Украине! God bless the United States of America and Germany. Все будет Ичкерия. Ночи амдинаду хираду. Харцадель харлурадац. Адикюэль Маш Ойл. Всего хорошего. До свидания, друзья.